нашего мероприятия. Это очень важное мероприятие. В 2010 году в Чебоксарах присутствующий здесь Николай Егорович Лукьянов организовал форум тоже по родным языкам. И это, значит, для меня это было первое такое крупное всероссийского масштаба мероприятие, на котором мы говорили о родных языках, потому что это произошло после 2007 года, когда национальный региональный компонент был вычеркнут из законодательного поля. И мы приехали туда тоже вот из Алтая, из Хакасии. И тогда же было внесено предложение, что нам все-таки надо организовать движение, всероссийское движение в защиту родных языков. И тут надо отметить, что значит родной язык. Это здесь сейчас мы имеем в виду в основном государственные языки. И проблема государственных языков является практически эквивалентной проблеме реального федерализма, потому что на самом-то деле вы знаете, что республики и области в основном только отличаются только вот одной статьей Конституции Российской Федерации, где говорится о государственных языках, о возможности республик иметь государственные языки. И сейчас, если вот, допустим, вертикальная власть, я вот не путайте с вертикальной властью, вертикальная власть, если добьется своего, то получится, что будет потерян один основной принцип вот настоящего вот федерализма, который вот мы сейчас на сегодня мы имеем. Да? Я сегодня хотела бы напомнить, что сегодня мы встречаемся 21 мая, это очень символический день. Почему? Потому что сегодня весь адыгский мир отмечает очень грустную дату, годовщину с момента окончания русско-кавказской войны. Она была закончена, я немножко напомню, 21 мая 1864 года, длилась 100 лет. И в результате этой страшной войны на территории адыгов или черкесов, как и больше знают, осталось 5%. Те, которые, в основном погибло население, а те, которые не погибли, были насильственно депортированы в Турцию. И вот это движение не только адыгов, но и северокавказских народов, оно известно в истории как махаджирство. Вот. И сегодня вот сама ситуация диктует нам гораздо более широкий контекст рассмотрения вот этого законопроекта, который нам спущен в Госдуму. Почему? Потому что это, вот как сегодня уже прозвучало, это как верхняя часть айсберга, да, которая стала очевидной. А реально речь идет о совершенно деструктивной общенациональной политике, которая не сегодня началась и не вчера. В этом смысле я бы хотела еще добавить, что мы невольно пытаемся анализировать ситуацию еще и по сегодняшнюю политическую ситуацию в России. Что она из себя представляет? Позволю себе небольшой экскурс, мою лично практическую такую деятельность, с которой мне пришлось связаться. Я вошла в интернет и совершенно случайно обнаружила, в общем-то, вещи, которые меня повергли, скажем, в стресс. Я уже мало чему удивляюсь, конечно. Дело в том, что на сегодняшний день по России насчитывается 40, по официальным данным, вы можете это увидеть в открытом интернет-ресурсе, насчитывается 48 русских националистических организаций. Из них 8 запрещенных, 21 радикальная. Из этих 21 радикальной 12 абсолютно легально исповедуют такие известные нам из истории установки, как национал-социализм, фашизм, и абсолютно все почти они исповедуют православный фундаментализм. Это без комментариев, потому что
говорить о таких вещах в самой многонациональной стране мира, в самой многоконфессиональной стране мира, действительно комментариев не остается. 4 ноября, которое мы наивно полагали, что это День национального единства, который касается всех национальностей России, чтобы лишний раз подчеркнуть, что да, мы едины, в едином культурном пространстве находимся. Оказывается, это День национального единства чисто русских, потому что 4 ноября каждый год, уже более 10 лет, устраиваются так называемые русские марши под черно-желто-белыми стягами, которые скандируют лозунг «Россия для русских», допустим, Краснодар, чисто русский город и так далее. Мы адыги, причем, кстати, Краснодар, там тоже это устраивается, не случайно это затронуло, это бывшие территории Черкесии. Мы это никогда не комментировали, потому что у нас такой менталитет. Не комментировать глупости, не связываться с недостойными оппонентами, но это уже просто переходит все границы, понимаете? И это уже, мне кажется, действительно реальная угроза не только для отдельных каких-то народов. Это фактически мина замедленного действия, которая заложена в основу Российской Федерации. Теперь, что касается самого законопроекта. Он тоже не сегодня возник, это тоже история, которая была предрешена, и, наверное, сегодняшний законопроект, мягко говоря, манифестация абсурда, конечно, она тоже имеет свои корни. Давайте вспомним 1978 год, когда все абсолютно вузы Грузии, в Тбилиси именно, все студенты вышли на улицу и стали бастовать. Почему? Потому что это тоже был результат насильственной русификации. Обвиняют Грузию, обвиняют всех в сепаратизме. Фактически сепаратисты представлены больше, извините, в Госдуме. Теперь посмотрите, что происходит. Значит, если в Грузии это было все опротестовано, теперь историки и политики определяют вот именно этот 1978 год как преддверие обрушения Советского Союза. Все сходятся на том, что именно языковая реформа, деструктивная языковая реформа, она легла в основу обрушения Советского Союза с последующим печально известным парадом суверенитетов, который последовал с 1988 по 1991 год. Теперь мы задаемся таким совершенно логичным вопросом. Что это? Или это недопустимое абсолютно невежество представителей Госдумы? Это одно из двух. Или это действительно открытая провокация, направленная на развал постсоветской России, направленная против всех народов Российской Федерации и больше всего, кстати, направленная против русского народа. Потому что репутация в мировом сообществе русских будет абсолютно и навсегда потеряна. При этом от русского народа говорит горстка, опять-таки, позволю себе этот эпитет, сепаратист. Кроме того, еще такой момент, я не буду задерживать ваше внимание. Мы уже совершенно отчетливо понимаем тот алгоритм, который сложился во власти. Таким вот своеобразным Иоанном Предтечей власти является господин Жириновский. Он озвучивает какой-то такой абсурдный законопроект очередной. Это как пробный шаг, закатывается в народ, смотрят реакцию. Если реакции нет, его применяют, его реализуют. Если есть реакция, его просто временно отодвигают, но совершенно не убирают, понимаете? То есть вот сегодня, к чему я подвожу нас всех? Да-да-да, я уже заканчивала. Значит, первое, нам нужно выработать такой законопроект, который нельзя было бы опротестовать, чтобы к нему нельзя было вернуться. Почему? Потому что дожидаются истощения наших материальных, финансовых, моральных ресурсов. Поэтому вот для того, чтобы быть более такой конструктивной, я предлагаю следующее.
Следующее предложение. Запретить все радикальные русские и иные националистические организации. Восстановить федеративные права субъектов Российской Федерации, которые в настоящий момент носят скорее фиктивный характер. Разработать законопроект национальных языков РФ, который бы позволял не только сохранять, но и развивать родные языки всех субъектов. Разработать новый общий национальный проект развития народов России, который бы в первую очередь соответствовал национальным интересам каждого из народов России. Лоббировать национальные, в том числе языковые проекты, через реальных, а не фиктивных депутатов, которые способны были бы отстаивать интересы своих народов на федеральном, на любом другом уровне. Избрать комиссию, которая будет создана на время требуемое для разработки данного законопроекта, который будет носить народный демократический характер. Спасибо. Резкого снижения численности их носителей, переходом в разряд бесперспективных и непрестижных. Вот если взять период между последними переписями, вот, всероссийскими, да, вот они первые постсоветские переписи 2002-2010 годов, то снизился удельный вес носителей родного языка у всех, без исключения российских народов. У всех. Это факт, это можете проверить, перепись, данной переписи это указано. Более того, почти у всех, за исключением 6 народов, и то там есть сомнения, снизилось и абсолютное число носителей, даже у тех, у которых достаточно высокий естественный прирост продолжается. Вот. А у многих народов произошло резкое падение показателей владения родным языком, и оно составило от 25 до 75% и больше. И, значит, что хотелось бы сказать, например, тот же карельский язык. И большинство носителей малочисленных народов, там можно вообще это все процессы характеризовать как языковую катастрофу. Вот за 8 лет число носителей карельского языка сократилось в 2 раза, с 53 тысяч до 26. А мы на Совете по делам национальностей при президенте, хотя у нас есть совет по русскому языку тоже при президенте Российской Федерации, обсуждаем проблему русского языка. Понимаете? Вот в чем нонсенс. Вот известные ученые, вот покойный Александр Киприков, присутствующий здесь Ольга Казакевич, вот позволю из вашего труда «Малые языки на постсоветском пространстве», перечислили 5 языков, которые вот распространены были на территории России, исчезли в 20 веке. Айнский, камасинский, сиреникский, убыхский и югский. И можно еще говорить о мертвом, как уже и о кирекском языке. Это все к утверждениям о том, что в России за последние столетия не исчез ни один язык, и такие утверждения даже такие маститые ученые, как академик Валерий Тишков утверждает. Понимаете? Вот это надо понимать. Значит, показатель владения языком своей национальности у нерусского населения России в настоящих условиях не сможет достичь 100%, да, вот если брать эти реалии. Но надо добиваться максимального приближения удельного веса владеющих родным языком среди представителей народов России к этой величине и поддерживать в дальнейшем этот уровень. Это возможно только при высоком уровне престижа родных языков и полном нормативно-правовом и экономическом обеспечении прописанных в Конституции России языковых положений. Когда вне зависимости от места проживания все дети имели бы возможность учиться на родном языке, по крайней мере обучаться ему, а в республиках и местах компактного проживания тех или иных народов полноценно функционировали бы данные языки во всех сферах жизни. Ужасающее, потому что вот есть ненецкий, замечательный наша надежа и опора, где еще есть владеющие языком, где есть дети, которые приходят в школу и только там учат русский язык. Выучивают замечательно. Вот. Вообще больше десятка языков имеют менее 20 носителей. Можете себе представить, сколько им осталось. Скажем, орокский, или его еще ультинский язык называют, на Сахалине, там осталось 5 носителей. У алеутского языка на территории России 4 носителя, у алеутского медного 3 носителя. И вообще вот это очень печальные списки. Что касается количества языков вообще в России, в Институт языкознания 2 недели назад поступил запрос от Комитета по делам национальности,
сколько же языков в России. И вот как раз мне тоже пришлось участвовать вот, в составлении этого списка. Составили список, видимо, сегодня директор института отправит его. 150 языков посчитали мы, потому что мы включили все малые дагестанские языки, которые перечнем не вошли в перепись даже. Мы включили ну, вот то, что считается двумя языками, а не одним. 150 языков, которые, ну вот действительно, ну, их можно называть коренными языками, потому что среди них и армянский язык, армян Ставропольского края и донских армян, которые живут в России уже несколько столетий, и языки тех народов, которые компактно проживают в России, в частности эстонский, потому что у нас есть эстонские деревни в Сибири и польские деревни в Сибири есть. Вот получилось 150 языков. И еще примерно 142, по-моему, языка – это языки диаспоры. Вот. Так что наша страна многоязычная. И на самом деле вот, законодатели, которые производят подобные нынешние законы, они страдают, ну не только они, а вообще, к сожалению, очень многие, вообще, я бы сказала, большинство населения земного шара, лингвистической безграмотностью. А лингвистическая безграмотность, она порождается от знания малого количества языков, от монолингвизма. На самом деле знание двух языков, знать два языка гораздо лучше, чем знать один. И когда начинается борьба за то, что убрать все языки, кроме русского, это ну, только человек, который вообще мало что понимает в том, как устроен мир, и как устроен мозг, и как устроено развитие ребенка, может предлагать такие законопроекты. Совершенно необходимо, вот что совершенно необходимо у нас в стране, в Отечестве, это агитация и пропаганда того, что многоязычие лучше во всех отношениях, чем монолингвизм. И для детей, которые гораздо быстрее развиваются, если они растут в семье и сразу с детства усваивают два языка. И потом, когда они вырастают, у нас сейчас очень популярно изучение иностранных языков, чтобы вот человек, который усвоил два языка, скажем, вот в республиках, ему гораздо легче, это не пустые слова, это работали психолингвисты над этими вопросами, и это подтверждено исследованиями. Гораздо легче усваивается любой третий язык. Не говоря уж о том, что поскольку мы мир видим сквозь призму языка, человек, который с детства знает два языка, для него мир гораздо более выпуклым предстоит. И вот мы говорим о толерантности. Вот вообще изучение языков – это воспитание толерантности. Человек видит, что на то и другое, вот, сквозь призму языка можно посмотреть по-разному. Если он знает два языка, он смотрит на мир, он видит мир гораздо более выпуклым. И вот эта вот безграмотность лингвистическая, это большая беда наших правителей. Надо сказать, что в истории России были разные периоды. И вот, наверное, как раз после 1905 года там как раз с языковой политикой стало получше. А вот самое такое темное время – это последняя треть XIX века, когда запрет использования там, польского языка, скажем, да, в образовании. Но через это прошли многие государства. Ну, та же Франция,
которая до сих пор упорствует в том, что вот великий французский, а ничего остальные так себе. И то уже не может, потому что в Европе живет. Это билингвообразование американские 1910 года, когда были запрещены в государственных школах все языки, кроме английского. Ну а в Англии это было намного веков раньше. Это 17 век, середина, когда тоже билингвообразование издается и запрещается использование иных языков, кроме английского. И вот такие вещи, точно так же, как и нынешний вот этот проект закона, они порождают очень опасную вещь – языковые конфликты. А известно, что языковые конфликты могут выродиться в бог знает что. И если мы вернемся в Англию 17 века, то вот после запрета преподавания на корнском языке, на любом другом, в частности на корнском, в Корнуэле вспыхнули подряд 2 восстания. Они были очень жестоко подавлены. Ольга Анатольевна, извиняюсь. Да, я заканчиваю. Конституционное право свое. Да. И за это время погибла треть мужского населения Корнуолла. Это примеры вообще, о которых следует вспоминать время от времени. Порождение языковых конфликтов – это преступление против государственности. И если законодатели формулируют законы, порождающие языковые конфликты, об этом стоит задуматься. Вот. Ну, вот хотелось бы, чтобы должна же я сказать за малые языки, которые исчезают, потому что там нету там нет государственности, там их некому поддержать. Но сейчас, последние годы, там выводятся, вот даже те языки, которые преподавались, они выводятся за штат, они начинают преподаваться как факультативы, и это ведет, в общем, к развалу преподавания вообще. Так что... Эти данные я взял вот, перед тем, как ехать сюда, был в нашем местном парламенте, и там уже сказали, что в этом году официальная статистика по количеству детей, которые учат, не учат, уже как бы стараются не говорить, потому что статистика печальная. У нас быстро идет, вот как Марат Владимирович говорил, дураков нету, изучать дополнительно алтайский свой родной язык, всем надо готовиться поступать в вузы, дополнительно изучать лучше русский язык. Поэтому вот эта мысль, прозвучавшая по объединению, она стратегически важна, потому что, коллеги, давайте не будем быть наивными народцами, детьми гор, степей калмыцких и так далее, понимать, в каком государственном контексте мы работаем. И язык сегодня, вот игра с языком, это только одно из маленьких нюансов, одно из маленьких проектов по унификации вот этого многоголосого российского и народческого пространства, с которым власть, к сожалению, не знает, что делать. Было заявлено создание российской гражданской нации. Никак это не Тишков. Все, что происходит, у нас есть одна структура, одна организация, где все это куется, и то, что там депутаты какие-то чего-то выносят, ну, сказали 4-5 депутатам, внесите. 90-й был всплеск нашего национального самосознания. Да? Мы открутили назад историю, мы посмотрели, что с нами происходило. И началось такое возвращение домой. Вот Мадина, автор романа «Возвращение домой», где она историю своего рода, она внучка нашего известного кабардинского поэта Шагенцукова, она открутила историю рода домой туда, до советский период, и разыграла ее обратно. Такие произведения литературы появились. Такие процессы идут в Средней Азии, когда народы осмысливают себя до советского периода, возвращаясь к истокам. Послушайте, что такое язык для нас? Это же только часть нашей национальной самоидентификации. Да? Это же историческая память, это территория, это национальная культура. Язык только один из способов ощущения себя шапсуженкой, вот, мною, да?
и так далее, и все, кто здесь присутствует. Поэтому, когда мы будем объединяться, мы должны понимать, что для объединения мало только представителей культурных, национальных, так сказать, структур, да, или только тема языка, потому что вот мы первые журналисты забили тревогу, потому что мы поняли, что исчезнет национальная пресса на языках, когда будет языком. И мой коллега Али Камалов, да, вот он секретарь Союза журналистов России, председатель с 40-летним стажем Дагестанского союза. Они провели очень мощную конференцию с привлечением депутатов. Низкий поклон татарам, кстати, которые первые забили на государственном уровне тревогу. Вот, было обращение к Путину, на него была реакция. Али вчера мне звонил, его вызывали в правительстве, говорили: Ахмедович, ну, может быть, не будем так вот жестко, будем. Потому что уничтожение языка – это уничтожение прессы национальной, и литературы, писательства, образовательных кадров, и культуры, в конце концов. Да, у национальных языков есть проблема. Они существуют в культурном пространстве, которое, конечно же, должно быть соответствующее их языку. Мало в школе учить язык. Необходимо создавать, мы это проходили. Вы помните, Вадим, когда вот на телевидении какие-то курсы в школах думали. Кстати, я вообще-то осетинская сноха, мои дети, в Кабардино-Балкарии, как осетины шли, они выбрали в изучение кабардинский язык, и русский выбирали, и ничего от этого, так сказать, никому не было. Но наша задача еще в том числе создать соответствующее культурное пространство, чтобы этот язык хотел быть, учиться и быть. Второе, что бы я хотела сказать, в защите сегодня нуждается русский язык и русская литература. Это уж я как учитель говорю. Вот мой русский язык, который, как вы хорошо говорите на русском. Потому что через Думу, 20 лет в Думе, во всех этих комитетах. И я вижу, как меняется эта тема национальной политики в течение 20 лет. Что сегодня там происходит? Кстати, комитет по национальной политике всегда был очень слабым. Очень слабым. И там были самые конформистские депутаты, его возглавляли, начиная с нашего господина Сафаралиева или вашего Гаджимета, да, который на этом заседании, когда, если вы помните, была утверждалась концепция преподавания русского языка, где была академическая наука и все институты, и где было признано и утверждено Дума, и потом, слава богу, в Общественной палате откорректировали тему, что у изучения родных, вот я не буду цитировать, я выписала даже, принесла эту бумажку, изучение родных языков, изучение родных языков нарушает языковое единство и угрожает национальной безопасности. Понимаете, Россия имеет богатейший подарок от Всевышнего. В эти дни уразы, святые, кто мусульмане, поздравляю. И бедная, несчастная власть, я не говорю Россия, не может распорядиться этим подарком и не понимает, что та геополитика и та внешняя политика, которую проводит Путин сегодня, амбициозная, она в нас нуждается, потому что в России роскошный тюркский мир, роскошный финно-угорский, кавказские языки. Понимаете, мы же контактеры с этими мирами, куда сегодня политика устремляет свой путь, и Путин в лице как глава. Путин регулярно подсовывает непопулярнейшие решения. И вот то, что было по языкам, это было вредительски подсунутое непопулярное решение. Как было когда-то подсунуто ФАНО, которое разорило Академию. Прошло 5 лет, наконец мы его расформировали. Поэтому будем стучаться, товарищи, будем стучаться. Это очень непопулярно. Кстати, напомню, что в Йошкар-Оле вопрос и задание Путина прокуратуре проверить ушло от 3 русских националистов, недостойных ни русской нации, ни русского мира. Господин Крылов, господин Делягин, Холмогоров. Я занимаюсь мониторингом СМИ уже 20 лет. Они раньше печатались газеты, которые бабушки раздавали на метро, их не пускали приличных в дома. Сегодня они сидят в качестве консультантов. Это вредоносно. И второе, это очень важно, русский язык и русская литература. Какую русскую речь вы слышите сегодня с экрана? Какую русскую культуру вы видите? В какой русский народ вы видите в многочисленных ток-шоу? Это же, так сказать, кто будет отрицать, что это государство образующее народ? Кто будет говорить, что русская культура для нас модератор и вхождение в мир? Но замечу,
Вот это национальная политика, которую сегодня никак не сконструируют. И вот цитата из последнего обсуждения, вот наши блестящие кавказские депутаты. Умаханов, дорогой Ильяс. 11-й год. Медведев поднимает вопрос, в горках партии встречается. Как же нам быть с этой национальной политикой, что нам делать, да? И русский язык, и русская литература главные. Да. При этом Умаханов говорит, недостаточное владение русским языком приводит кавказцев в ситуацию духовного голода. 2000 лет не приводило, теперь приводит. Национальное сознание всех народов России будет угасать без подпитки русской культуры. Ну, далее у него там еще, так сказать, вот Каспийское море высохнет, если русская река Волга в него не будет впадать. Хотя встречный вопрос, а не захлебнется ли русская река Волга, если некуда будет впадать из Каспийского моря, и так далее. Вот эти вот, знаете, я это называю сегодня саратовские страдания. Понимаете, вот этих доморощенных патриотистов, которых проплаченных, которых содержит администрация, недостойны русского народа и той миссии, которая сегодня России, русскому миру суждена. Я это говорю. Кто меня знает, я никогда не работаю на подтанцовках. И это сейчас не какие-то комплименты. Это действительно так. И не потому, что я просто преподаватель мировой культуры, русского языка и литературы. Но это действительно так. Но, коллеги, вот национальная политика. Я не знаю, что пытаюсь понять, Барина вы утвердили в этом фактом, переутвердили или нет. Это какая-то кулуарная, в каких недрах они рождают эту национальную политику. Почему там нет науки? Слушайте, посмотрите, какой... Послушайте, какой дьявол кроется в деталях. Смотрите, вот было уже одно рассмотрение в Думе. И там очень тонко, изящно, из пункта национальной стратегии, из пункта развития и сохранения национальной культуры слово развитие убрано. Ребята, ну танцуйте, бейте в бубны, шаманы, мы с вами, кулюм-мулюм, понимаете? Понимаете, вот что они хотят с нами делать. Послушайте, Ольга, вы были в кибриковских экспедициях, да? Я бывала в своих сибирских. Вы понимаете, я еще являюсь президентом фестиваля Кунаки, который уже отчаявший 20 лет. Вот у меня есть книга «Россия между Нордостом и Бесланом», где я проанализировала новую фобию в российском дискурсе, исламофобии и кавказофобии. Сейчас я заканчиваю Северный Кавказ 30 лет после СССР. Те глубокие социокультурные изменения в обществе, они характерны для всех. И для татар, для финно-угор и так далее. Да? Ведь прежде чем они берутся делать вот эту папиру, они же не анализируют, что с нами произошло. И Северный Кавказ, ну вы что-нибудь вообще знаете о Северном Кавказе, кроме того, что там стреляют, воюют, убивают, и вообще хотят отделиться давным-давно, да? И так далее, да? И вот мы сидим тут, как это, вот я как выступаю на Думе, говорю, вот сижу я перед вами, простая кавказская баба, врагами не стрелянная, мужем не битая, но сижу, говорит, как вы хорошо говорите по-русски. Вот на нашей пальме все так хорошо говорят по-русски. Заслуга Советского Союза. Потому что Советский Союз, который дали воды мне, извините, заканчиваю, просто тема моя, профессиональная, много хочется сказать. Вы заслушались вашим русским. Послушайте, заслуга моей тети, у которой воспитывалась, дед, который вывез Шапсук Ибрагим в Краснодар, нанял ей учительницу, дочь патриарха всей Кубани, закончившая бестужевские курсы. И вот из рода в род, эта русская речь нам, спасибо большой империи передается. Секундочку, глоточек. Вы понимаете? Империя знала, что делать с инородцами. Демократическая Россия не знает, а мы ей мешаем. Поэтому решили нас какой-то кулек сложить и завязать вот там и там. Видите, бубны, ребята, а мы тут будем строить суверенную демократию. Понимаете, в Советском, в СССР, да, вот тюрки, а мы завалим. Тюрки не это самое. Кстати, Али уже из Татарстана звонили, Камалов. Я говорю, Али, держись с Татарстана, вот тут мы прорвемся. Послушайте, в советское время, я к своему стыду, вот мы с Ильясом, здесь сидит Ильяс Богатырев, директор фестиваля Кунаки, который мы уже поняли, что ничего не добиться от этой власти. Мы решили сами делать это пространство. 13 лет мы проводим фестиваль Кунаки как социокультурный проект, он не просто кинопроект, да, где мы все время проводим какие-то мозговые штурмы.
И вдруг в этом году нам присылает фильм Нина Кибрик о Кибрике, о дорогом Александре Евгеньевиче. Вы понимаете, что делал СССР? Там же была академическая наука. Вы понимаете, не вот это фано-мано, а была академическая наука. И Кибрик. В это время, в 40-е годы, в Америке уже была развита школа прикладной структурной лингвистики, где европейцы вдруг услышали язык индейцев и увидели, что у племени Наваха есть 60 обозначений красного цвета. И они поняли, что, ребята, с этим надо работать. И тогда отделение структурной лингвистики в МГУ, Кибрик, 70-е, с Кадзасовым, да, Сандро, 40 экспедиций в Дагестан, где они обалдели, а я преподавала в Дагестане, в Табасаранском районе, в 5 класс. Ко мне пришли дети из верхнего села, ни слова не знающие по-русски. И когда, там начальные, да, и когда я диктовала диктант, они так на меня смотрели, писали эти галочки, я не могла поставить им 2. Директор со мной ругался, я говорю, что ты сделала? Они написали, а к концу года они уже произносили слова, а 11 класс говорил потрясающе по-русски. И Кибрик это пишет в своей книге, что это способность дагестанцы воспроизводить, они же все знают по несколько языков. А вообще слышали, как разговаривают аварцы? Вот я, вот, Марко, скажи, пожалуйста, тут лягушка, плавающая под мостом, умоляю. 33 эти лягушки, я их никак не выучу. Вы понимаете, это в лезгинских языках, табасаранских, где там 48 падежей, где 4 ряда аварцев гласных, согласных. И они жили в селах, и изучали, и написали блестяще, и ваши коллеги, и экспедиции Кибрика ввели, кстати, они были в Татарстане, в Карачаево-Черкесии, и эти языки они ввели в мировой контекст. Что делаем мы? Вот не надо далеко ходить. Сейчас Кудринский совет, госпожа Стародубровская, господин Казенин, который ездил с Кибриком, понимаете, что значит угол зрения, который тебе назначили. Пока он ездил с Кибриком, он изучал дагестанские языки. А сегодня ту аналитику, которую они нам дали по Дагестану, написал, что там нету крупных городов, поэтому они гражданские не развиты. Понимаете? Ну, это же Елизавета Ивановна. Они не понимают, что это называется локальная горская цивилизация. Да, я прошу прощения, поэтому, коллеги, я хочу, во-первых, еще раз уточнять свои предложения. Вот в этом нашем объединении усилий я прошу все-таки расширить список. Я вижу у вас в основном вот руководители национально-культурных там, так сказать, автономий, каких-то структур. Общественники. Я думаю, что нужно обязательно подключать прессу. Да? Национально, особенно на языках. Да, обязательно. Потому что это очень важный статус языка. Вот. Общественные организации другого характера, потому что язык, еще раз заканчиваю, говорю, это только та часть сохранения нашей самоидентичности и заканчиваю сакраментальным словом, в котором мы сможем выжить в эпоху глобализации. Да? И нужно власти в администрации, когда они вот это вот бумажки пишут, нужно понимать слово глобальный, ответ на глобальный, локальный. Да? Большой деревни не получилось, мы все уцепились за наши очажные цепи. И завершая, просто цитирую саму себя, в одной из статей написала, чтобы выжить в эпоху глобализации, нужно одной рукой ухватиться за очажную цепь, а в другой зажать гаджет. Вот только в этом виде, вот без всяких вот этих вот кулюм-мулюм, мы войдем в глобальный мир, как финно-угорцы, тюрки, кавказцы. Спасибо.